Кухню Кыргызстана невозможно представить без самсы и плова. А на юге страны, в Оше, существуют свои секреты приготовления этих блюд. Например, самса здесь круглая, а не треугольная. Тот вид пирогов, который мы будем готовить, называется гёш-кайда, что в переводе на русский язык означает «вкус мяса». В Кыргызстане считают, что испечь настоящую самсу – это искусство. Например, в семье Мирзамухамедовых уже несколько поколений хранят секреты приготовления самсы. Для самсы требуется мясо, лук, жир и, конечно, крутое тесто. Сначала нужно подготовить лепешки. Для этого из теста сначала раскатывают жгуты. Это тяжелый труд. Женщины не справятся. Да, нужно большие усилия. После этих вот мозоли какие. Затем повар делит эти жгуты на мелкие кусочки. Причем не разрезает ножом, а просто отрывает. Каждый кусочек должен весить 130 граммов. Весы на кухне есть, но Шавкатбек на глаз определяет вес с точностью до грамма. Чем больше мнут и катают крутое тесто, тем оно становится мягче, но при этом не расползается. У лепешек для самсы серединка должна быть толстой, а края тонкими. Ни в коем случае нельзя перепутать. Трескаются, весь фарш может вывалиться. Лепешки для самсы готовы. Теперь приступим к приготовлению фарша. Наша самса будет с мясом. Лук и красный перец добавляют уже перед выпеканием. Особенность этой самсы в том, что в каждую самсу кладут по одному кусочку жира, чтобы она была такая сочная. И в отдельный кладут еще перец чили. Ну, это на любителя. На каждую лепешку надо положить по 150 граммов мяса. Опытный повар и здесь на глаз определяет вес начинки. Края самсы склеивают, получается такой мешочек. Пока двое кулинаров занимаются лепкой самсы, третий растапливает тандыр. Это глиняная печь. Она должна прогреться до 250 градусов. Для разогрева тандыра используют стебли хлопчатника, гузапая. Он выделяет меньше вредных веществ, нежели уголь, и дает такой умеренный жар, который позволяет самсе хорошо пропечься. Самсу с острой начинкой посыпают черным тмином, чтобы она отличалась от остальных. Самый ответственный момент – прикрепить самсу к стенкам тандыра. У нас считается как династия поваров. Родители, прадеды то же самое. Вот. По линии матери. Третье поколение, по-моему, четвертое поколение. Через 20 минут крышку тандыра открывают, чтобы пироги подрумянились. После чего печь вновь закрывают и оставляют самсу еще на 15 минут. В общей сложности блюдо готовится 45 минут. Достают самсу из тандыра специальной лопатой с длинной ручкой. Ну вот она готова, наша тандырная ошская самса. Для того, чтобы ее съесть, тоже требуется знать особую технологию ее поедания. Нужно отрезать вот крышечку, вернее донышко этой самсы. Потому что она очень горячая и вот откусывать просто невозможно. Вот, видите, здесь прямо аж сок, вот этот самый жир, все это, запах такой от специй. Вот это и есть знаменитая ошская тандырная самса. Самса – это всего лишь закуска. Основное блюдо в Оше – плов. Плов начинается с похода на рынок. Именно здесь можно купить все необходимое. Самое главное в плове – это выбрать правильный рис. В Оше в основном используется местный сорт, узгенский рис. Он имеет вот такой красноватый оттенок. И самое главное его отличие – он не разваривается. Правильно подобрать продукты поможет повар Рахманберди Хабибуллаев. В Оше плов готовят обычно в чайхане. Все приготовления закончены, продукты подготовлены, и можно приступать к приготовлению плова. Начнем с жира, с курдючного, чтобы приготовить мясо, плов.
И нарезаем вот кусками. Мясо для плова можно нарезать и большими кусками, и маленькими. Это на любителя. Когда вот гостей ждем, тогда вот делаем с большими кусками. Когда вот для семьи, для этого режем вот такими кусками, мелкими. Моркови кладу столько же, сколько и риса. Когда готовят плов для массовых праздников, морковь нарезают крупно. Для нашего плова соломка будет потоньше, чтобы быстрее прожарилась. К ошскому плову непременно добавляют различные специи. Вот берут перец чили, острый перец, и его наполняют вот таким мелко нарубленным курдючным жиром. И потом, когда вот уже будут закладывать рис, его туда добавят. Чтобы получился хороший плов, необходимо в нужной последовательности заложить продукты в казан. Сначала кладут курдючный жир, ждут, чтобы он растопился. Затем поочередно добавляют лук, мясо, морковь. Нужно, чтобы все это хорошо обжарилось. Только после этого в казан наливают воду. Чеснок добавим туда, чтобы она тоже приварилась хорошенько. Рис перед приготовлением необходимо замочить в теплой воде, иначе он будет жестким. Примерно через полчаса после закипания бульона в казан ровным слоем выкладывают рис. Ни в коем случае нельзя размешивать, чтобы плов не превратился в кашу. Вода над зерном должна возвышаться на 2 сантиметра. Когда вода выкипит, рис собирают горочкой. Сверху выкладывают мясо и чеснок и накрывают 2 тарелками. Таким образом, весь пар остается в казане, и плов получается сочным. В приготовлении плова очень важно терпение. Раньше времени крышку нельзя поднимать. И только спустя 20 минут можно убрать тарелки и перемешать плов. Если при этом рис не слипается, а рассыпается, значит, блюдо удалось. В каждую тарелку обязательно кладется чеснок, перец чили, который мы подготовили вот с курдючным маслом, и кусочки мяса большие. И, пожалуйста, плов готов, пожалуйста, к столу. Едят плов с салатом из помидоров шакараб и запивают непременно зеленым чаем. В сочетании все эти блюда и создают тот самый неповторимый вкус кыргызской кухни.